Сотрудник Абхазского государственного музея Диана Ахба сообщила нам, что в антикварном магазине находится очень интересный личный дневник преподавательницы Сухумской женской гимназии Елены Родионовой, датируемый концом XIX века. Мы нашли его в антикварной лавке и попросили хозяйку рассказать нам, как она его обнаружила. Дневник я принесла для того, чтобы население могло ознакомиться вообще с мыслями людей, живущих еще в той эпохе. Он был не для продажи, а просто для того, чтобы посетители могли почитать некоторые выдержки из этого дневника. Там необыкновенный слог, необыкновенная речь, которая уже утеряна сегодня. Сейчас мы разговариваем совершенно по-другому. Дневник попал случайно к нам. Его выбрасывали. А так как мой муж любит все старое, он знает, что и мне это очень нравится, всякие старинные бумажные такие вещички, как там гравюрки, литографии и в то же время письмо, книги. Он решил сделать мне сюрприз и забрал его себе. Так он и попал ко мне. Начнем с того, что испытали благоговение, раскрывая столь древний документ. Тетрадь рассыпается прямо в руках. Первые страницы – карандашные наброски, этюды, зарисовки пейзажей. Даже невооруженным взглядом видны познания в живописи и определенный вкус. Особенно понравился рисунок буквально на клочке бумаги, который мы произвольно сами назвали «Диалог пастуха и пастушки», и дата 29 ноября 1850 год. На первой странице тетради стоит надпись «Заметки Елены Родионовой» и дата 9 октября 1895 год. Это начало ведения дневника. Здесь мы обнаружили фотографии и провели собственное расследование. Итак, знакомьтесь, Елена Васильевна Родионова, дочь Василия Львовича и внучка Льва Васильевича Родионова, который был, как оказалось, помощником архитектора Царского села в Санкт-Петербурге. Как она попала к нам в Абхазию, остается только догадываться. Но если учесть, что начало записей в дневнике датируется 1895 годом, то можно предположить, что начавшиеся революционные волнения в Санкт-Петербурге могли привести эту семью в более-менее спокойную обстановку причерноморского Сухума. Лицо нашей героини и общий внешний вид наталкивает нас на ее принадлежность к российской интеллигенции. Дворянское платье, воланы, рюши и неизменная брошка в викторианском стиле. Фото это снято в Ялте в студии Орлова на Екатерининской улице. На титульном листе карандашная запись, вероятнее всего, дочери Ольги Шаверневой. Прошу не выбрасывать, когда я умру, а передать тому из родни, кому все письма эти и тетрадь дороги. На первых же страницах этого удивительного документа, дневника личного, идет статья, написанная очень красивым каллиграфическим почерком. Значит, Елена здесь разбирает недавно вышедшие 2 тома Дистервега. В частности, она пишет: высшей целью воспитания и образования Дистервег считает самодеятельность к познанию истины, прекрасного и добра. А дальше она советует начинающим учителям, преподавателям, такие дает советы. Не учи ученика тому, что он не может ему пригодиться в данное время. Не учи его также тому, что ему впоследствии не пригодится. Учи наглядно. Вот такие очень удивительные советы из XIX века нам приходят от учителя. Из записей дневника мы узнаем, что его владелица – преподаватель приготовительного класса Сухумской женской гимназии.
Между страниц дневника попалась очередная фотография. Коллектив Сухумской женской гимназии. 3 женщины и 6 мужчин. И наша Елена в центре. Очень интересными нам показались программа Сухумской женской гимназии 1918 года по арифметике. Тут правила сложения, вычитания, деления, масса арифметических примеров. Также программа по русскому языку показала, насколько современные методики ушли вперед. И, наконец, наша героиня зафиксировала пункты постановления совещания по вопросу об упрощении русского правописания, принятого 11 мая 1917 года. Ну, например, исключить букву разделительный твердый знак, заменив его на букву «е», или исключить букву разделительный твердый знак в конце слов, сохранив внутри слова и так далее. Но, знаете, особенно доносит вот аромат той эпохи, в которой жила Елена Родионова, копия записки размышлений ее отца. Вот буквально читаю, цитирую: «Дожив до преклонных лет и сознавая возможность близкой кончины, невольно задумываешься, независимо невыразимой грусти, навсегда расставание навсегда с любимыми сердцу близкими людьми, о возможности загробной жизни, бесконечность веков, где бы то ни было, хотя и не на земле, которая как ничтожная былинка в системе мироздания рано или поздно может исчезнуть навсегда от влияния на нее других небесных тел миллионных миров». Это звучит очень круто для XIX века. И все это полно немножко такой печали, такой грусти, которая доносит до нас вот этот необыкновенный аромат людей, живших 150 лет тому назад. Учитель приготовительного класса Ольга Родионова преподавала своим ученикам и закон Божий. В ее дневнике написаны планы уроков закона Божьего, смысл и история христианских праздников. Для нас новостью оказалось, что 150 лет назад православная церковь праздновала Рождество Христово не 6 января, а 25 декабря. А вот 6 января, как оказалось, отмечали Крещение Господне. Закладкой в этом дневнике оказалась черно-белая рождественская открытка с виньетками. Наступил великий праздник, День Святого Рождества. Мы спешим всех вас поздравить в день такого торжества. Пожелать вам быть счастливым, вам сивных благ пожелать, за любовь вашу и ласку, за умение воспитать. Мы желаем, чтобы мирно провели вы дни между нас, чтобы дети ваши были утешением для вас. Ваша покорная дочь Мария, 25 декабря 1868 год. Еще бы хотелось сказать, вот в этом дневнике было очень много открыток, таких почтовых, поздравительных разных открыток. И вот бросилось в глаза несколько открыток, читаю. Адрес: Юлии Владимировны Родионовой, Охтинский пороховой завод, школа у церкви. То есть ни номера, ни названия самой улицы и так далее. Вот это вот такая краткость удивительная. Или вот, например, Андрею Ивановичу Шаверневу, город Феодосия, собственная дача. То есть вот во всем городе, видать, не так много было дач, чтобы найти какую-то, вот, пожалуйста, собственная дача. И вот эта открытка тоже меня удивила. Всадник, она подписана так: «Кража девиц». Видать, это тоже было таким необычным явлением в то время. Значит, кавказец умыкает невесту.
«Любишь ли ты кофе с сахаром и со сливками?» – вопрошает нас русско-французский словарь. Многие страницы этого дневника посвящены таким диалогам-текстам. И действительно, правила хорошего тона предусматривали блестящее знание французского языка в XVIII и XIX веках. Кстати, мы наткнулись здесь на стих, датируемый 1790 годом. Его написала бабушка нашей героини Анна Васильевна Родионова. Вообще стихов в этом дневнике очень много, и своих, и других авторов. Говорят, любовь ужасна, будто сердцу она яд. Кто полюбит, та несчастна. Правду люди говорят. Скажи, что так задумчив ты, все весело вокруг, в твоих глазах печали след, ты верно плакал, друг. О чем грущу, то в сердце мне запало глубоко, а слезы в сладость нам, от них душе легко. Карандашная статья, цитата из статьи некого Краевского. «Гулять нужно до момента первой усталости и постепенно увеличивать», считает автор. Лучше всего совершать прогулки по утрам. Даже есть совет такой: встать в 6 часов утра, закутаться в мокрую простыню, смоченную в воде с солью, и после первой минуты растереться жестким полотенцем. Затем, внимание, позавтракать куском мяса и запить 2 стаканами молока. Вот такая была диета в начале XIX века. Особо умилило средство от шероховатости рук. Вымыв руки, втирать в кожу небольшое количество порошка пшеничного крахмала. Автор уверяет, что это очень надежное средство от трещин на руках. Но еще круче средство от потения рук. Надо составить смесь из борного кислого натра, салициловой кислоты, борной кислоты плюс глицерин. Все это тщательно растереть в ступочке и сохранять в стеклянной банке. Прочитаешь такое и подумаешь: боже, как же упростил ты нашу жизнь научный прогресс. Сейчас мы просто покупаем тюбик и растираем ручки. А вот раньше, понимаете, это целое было действо. Немало страниц посвящено датам рождения и смерти всех родственников, близких и просто знакомых. Но что нас поистине удивило, это переписанные с могильных надгробий стихи и эпитафии. Здесь покоится тело доброй жены старшего кондуктора Тимофеевой Прокофьи Никитишны и 2 сыновей ее, Алексия и Петра. Покойся, милая супруга, и жди рыдающего друга у трона высшего царя. Скажем честно, мы все время ждали, когда в дневнике появится информация о Сухуме, о его жителях. Но, увы, то ли приезжая интеллигенция была изолирована от местного населения, или другая какая причина, но ничего такого зафиксировано не было. Зато мы нашли маленькие фотографии старого Сухума в ее тетради. На одной из них вид города с Сухумской горы. Это конец XVIII – начало XIX века. Город уже плотно застроен. Еще одна фотография. 3 корабля у причала в Сухумской бухте. И, наконец, последний привет из прошлых веков. 3 визитные карточки Ольги Владимировны Моховой 1913 года, Михаила Михайловича Бабича и Ивана Николаевича Шавернева. Так или иначе, знакомство со старым дневником приоткрыло нам страницы той неповторимой атмосферы и очарования старого Сухума, людей, живших в то непростое время, их мысли и переживания. И вот это мысли женщины, вот кажется, что наши современницы, правда, обо всем. О косметике, об рецептах, о массажах, обо всем. Жаль, что мы уже не ведем такие дневники. Может, это было бы интересно следующему поколению почитать о нас.